Те, хто у святочный день 1 мая прошли по парку с яркими блакитными стужками, переможцы областного конкурсу «Умельцы Брэшчыны». Медики, инженеры, наставники. Кожны из них своим прикладом показывая, быть человеком працы гонорова. Проводятся конкурсы профессионального мастерства на территории области, в различных отраслевых профсоюзах, в различных организациях. Я думаю, что для того, чтобы быть хорошим специалистом, надо иметь желание и любить просто работать, не лениться. А пословица, как говорит, умение и труд – все перетрут. Будет желание, будет потом сноровка, навыки появляться. Гоноровое право подняться на сцену было проставлено 43 лепшим. 10 лет я уже работаю в организации. Выбрала, потому что люблю все красивое, чтобы оно было красивым и оставалось красивым, и создавать красивое, чтобы люди радовались, и нам радостно. Сярод іх і Уладзімір Маслоўскі. Каля 4 дзесяцігоддзяў жыцця ён аддаў лясной гаспадарцы, працягвае прафесійную дынастыю. Галоўным крытэрыем добрай працы лічыць любоў да сваёй справы. Зараз шлях бацькі прайшоў і яго сын. Почему выбрал? У меня детский завод. Тоже всю жизнь проработал лесничим, 45 лет. Я вот всю жизнь стараюсь. Этой отрасли отдаю. Лес – это наше богатство. Лес – это наша жизнь. Заслужаныя ўзнагароды, дыпломы і прэмія ад абласнога аб'яднання прафсаюзаў у гэты дзень і для прадстаўнікоў лепшых арганізацый грамадскага кантролю па ахове працы. Жизнь и здоровье людей в первую очередь – это самое главное, что может быть. Это награда для нас первая такого уровня. Мы очень гордимся этим. Эта награда мы получаем благодаря нашим общественным инспекторам, нашим специалистам по охране труда, и, конечно же, всем безразличным, так скажем, людям. Удзел ва ўрачыстасцях прымалі ветэраны вайны і прафсаюзнага руху. Сёлета прафсаюзы нашай краіны адзначаюць свой 115-гадовы юбілей. Сведкам амаль 40-гадовай гісторыі брэсцкай арганізацыі з'яўляецца Дмітрий Маньковский. Большие произошли изменения, потому что раньше совсем другое было все. Вспоминаю хорошее. Хорошо было. Агитировали в профсоюзы, разъясняли все, охрану труда соблюдали. Святочную праграму працягнуў канцэрт прафсаюзных аматарскіх калектываў мастацкай творчасці. А завяршэнне ўрачыстасцяў усіх гасцей запрасілі далучыцца да маладзёжнага флэшмобу «Прафсаюзны вальс».